Mi časovce, da došlo. Da došlo, ne dariš. Parma dela. Dela boš, daro. Examen, yes. Ubara. Dok analla doša. Sobar deš, delaš sobar deš. Evo ga li šta hez. Ubara, če bilo. Hoć تخزسون ساوزا مسيتو سون كرتو إذا هنس تاجم جيردو لو تيمي из-за диалога, да, приемный кант принимает вещь воевать и керта она и цена хазеллас да она ваде да серис да приемный кант танна ошон кант вац из-за диалога мега душна и даже самосу гена интересно да именно so Нет, цена Аиша то моя лацунги Аламот о сирлаха он там был. So из-за рыбачен Ja, jo, žedju da mekšon on te en haiet alaša boš aič matuit so shashin. On ne bi mekštat, se busov na mekštat, on mekšton boš. Jo, hoka gniso je alat so zudašnjuka. A mašije zudri уже qanma belitsu. Tak masta halatsu anbelcha. So ich so hodine da de an washin ayet da zinu so kisna ala dekta. Hain lup hain yukhri geleme gardon zudarsha hain lup gadata megardon istaya. То есть хайлупчун, амигадон. Но хони би мекштацони, бусовшта, мекштацони. Ищен. Да эти айше, то элцу мыч, о, сегодня, ха Аллах, он там боял. Удовлетворить твои желания. Что-то киес, он просто бусовдин, цадиес, парма. Цадиес, идух шедега. Да, шедега, что дует, это диес просто. Да. Освободишь, ешь, втемишься, освободишь. Так. Возвращаемся к нашему вопросу. Почему Иисус, Гор, Осирис, Аттис, Адонис и другие имеют столько общего и рождаются именно 25 декабря? И что такое солнцестояние? Для более глубокого понимания и исследования этого вопроса давайте обратим внимание на следы индоевропейцев и не только, расселившихся по всей Европе. Потому что тут акцент на естественные и практические аспекты почитания Солнца не был таким ярким в мифологии унификации, как среди народов Юго-Востока. Прежде чем появилось скотоводство и сельское хозяйство, охота была основным способом получения пищи для многих общин. Охотники и собиратели использовали свои навыки, мастерство и знания о природе, чтобы обеспечить племя необходимыми ресурсами. Тотемы охотников, представляющие различных диких животных, как лев или ягуар, символизируя храбрость и мастерство в охоте. Также охотники уважали птиц охотников, такие как орлы или соколы, которые использовались для охоты на дичь. Этот образ льва как символ власти и силы часто встречается в культуре многих восточных народов, включая многие страны Азии и Африки. А у индоевропейских народов и в европейской мифологии уже волк выступает как храбрости, силы, выносливости и даже духовного провидения. В этой культуре волк часто ассоциируется с воинственными качествами, лидерством и преданностью своему племени. Различия в символическом значении льва и волка, скорее всего, обусловлены различиями в географии, окружающей среде тех или иных народов. Львы, как символ силы и власти, часто ассоциируются с солнцем, что интересно, поскольку именно львы издают звуки, напоминающие звук «р», когда рычит. И что самое интересное, львы эволюционировали в Африке, на том же континенте, на котором появились мы, Homo sapiens, и ареал обитания львов был приблизительно в той же области, где возникли эти ранние цивилизации.
Лев относится к роду пантера, которому помимо него принадлежат ягуар и леопард. Львы издают звук «р», когда рычит. Данный вид изначально эволюционировал в Африке около 800 тысяч миллионов лет назад. Около 300 тысяч лет назад по всей Европе и в Сибири обитал более крупный пещерный лев – пантера леос пелая. В верхнем плейстоцене, то есть 2,5 миллиона лет назад, по перешейку, соединяющему Чукотку и Аляску, львы проникли на территорию Северной и Южной Америки, где позднее эволюционировали в подвид американский лев – пантера леоатрокс. Пантера леоатрокс, который вымер в ходе последнего оледенения около 10 тысяч лет назад. Если с динозаврами природа разобралась сама, то с львами дело обстоит совсем иначе. Львы и наши предки являлись конкурентами в охоте из-за того, что обе виды стремятся к добыче пищи для выживания. Львы – это хищники вершины пищевой цепи в своей среде обитания, охотясь на крупных животных, таких как зебры, антилопы и другие животные, на которых также охотились наши далекие предки. Львы, в частности, не охотятся на людей целенаправленно. Но в случае людоедства львов – это история львов Цаво. В конце XIX века в Кении 2 льва убили 135 человек. Другой известный случай произошел во Франции в 1764 году. История чудовища из Геводана. В этом регионе вспыхнули нападения нескольких львов на местных жителей. Считается, что эти львы убили около 100 человек. Охота на этих хищников продолжалась долгие месяцы, пока не были выслежены и убиты. Боюсь представить, что происходило в доисторическую эпоху. Причина снижения численности окончательно не изучена, однако наибольшие угрозы – это потеря среды обитания и конфликты с человеком. Как мы видим на карте на экране, ареал обитания львов в основном находится в пределах территории тех народов, которые называли солнце, подражая рыку льва, словом включающим звук «р». Полагаю, это связано с первобытным человеком, который предупреждал о наступлении ночи, имитируя звук льва, или, возможно, пугал детей, напоминая о безопасности. В слове «солнце» на африканских языках заметно выражается звук «р». Хауса, на языке хауса, рана. Нимбия, диалект языка Гвандара, на севере Нигерии, ближайший родственник хауса. Рара. В Египте Ра. «Р» имеет свойство меняться на «Л». Аро, Алуа. Африканские языки. Лев на чеченском – лом. Латынь – лео. Эстонский – леви. Ирландский – леон. Исландский – леон. Испанский – анлеон. Итальянский – анлеоне. Каталонский – ун лео. Латышский – лауа. Литовский – лиутас. Македонский – лав. Мальтийский – илион. Немецкий – эйн-леве. Норвежский – эйн-леве. Польский – лев. Португальский и так далее, и так далее, и так далее. «С» имеет свойство превращаться в «ш». Такое мы видим в Индии. Санскрит «свар» – «суар», «сура», ведийский бог Сурья и его дочь Сура, Сурья. Семитские языки – Ближний Восток, со времен Аккада, 2400 года до нашей эры. Шамаш – Шамс. Касситский – Шури, Шурияс и Шувар. Арамейский – Шемеш, Сирия. Шмес, Шемса – это наименование солнца. «С» имеет свойство меняться на «ш». В Индии оно Сурья, уже в семитских языках Шамаш, Шурьяс, то есть «ц», «ш» меняется. В Иране есть несколько наименований солнца.
на протяжении тысячелетий собранные из разных языков племен, населявших Иран. Хуарех Шейтахе – это самый древний авестинском языке. Хур, Хуар, Хур, Хоршит. Афтаб, Михар, Мехар, Митра. Это с древнейших до современного в иранских языках. Самое древнее это авестинское Хуарех Шейтахе. После уже следующий персидский язык это Хур. Еще также идет, меняется. И в недавнем персидском языке Афтаб, Михар, Мехар. Мехар, Митра. Это очень древнее слово. Митра – древнеиндийское божество, восходящее к индоиранскому или арийскому периоду, то есть известное народу предку индийцев и иранцев. Веды представляют Митру постоянным спутником верховного бога Вароны, стоящего во главе 7 великих богов Адитиев. Обои божествам вместе посвящены многие гимны, Ригведы, и не более 5 Митре, как отдельному божеству. Как бог солнца Митра уступил свое место богу Сурья. То есть Митра – это бог предков иранцев и индусов, арийцев. То есть это самое древнее наименование солнца, Митра, Мехер. Потом Хорешех и так далее, и в современном уже Афтаб и Шамс, уже семитское у них сегодня. Фарси – это последний персидский язык, у них уже семитское произношение, то есть арабское влияние. Шамс у них сегодня как арабское. А чуть до ислама у них было Афтаб и Хур. Вот Митра на экране. Это сотни лет, несколько веков до нашей эры выбитый рельеф в районе Нахширустан, Иране, где вот эти все похоронены. Дарий, Ксеркс, Артаксеркс, все эти цари сасанидские. Вот там он и выбит. С также имеет свойство переходить в Х. Такое явление мы находим в Европе на разных диалектах кельтского языка. Кельтское Саулио, валийский Хаул, бретонский Хеол, корнский Хоул. Это наименование солнца. А также в Индоиране Ахура Мазда. Ахура Мазда. Имя Бога в зороастризме образовано от 2 древнеиранских слов, имеющих индоиранские корни. Ахура представляет собой соответствие санскритскому Асура, эпитету многих богов в Ригведе, прежде всего Варуны. То есть Ригвед, индусский священное писание, самый древний на земле. В нем боги делятся на 2 типа. Асуры и девы. Асуры у индусов это плохие боги, а девы это хорошие боги. А в Иране наоборот. Асуры иранцы выбирают асуров как своих хороших богов. А противопоставление девам. То есть девы у них превращаются, от удова идет и демон. Индийской, то есть асуры, это род индоиранских божеств, связанных с основами бытия и моралью человеческого общества. Старшие боги, в кавычках, противоположность девам, то есть богам. В индийской традиции в дальнейшем подвергаются демонизации, как завистники богам девам. В зороастризме, наоборот, проклинаются девы и почитаются ахуры,
И Ахура по преимуществу это Ахура Мазда. То есть они приходят к единобожию спустя тысячи лет, как и везде, в Египте и так далее. То есть у них сначала было 2 племени богов, потом они выбирают одного из своих Ахуров и Мазда, Ахура Мазду именно, и делают его зороастрийц, первый Пайгамбар. То есть наше слово Пайгамбар это не арабское наби, это иранское Пайгамбар. То есть до ислама мы уже знали о Пайгамбаре. Естественно, на земле только был один Пайгамбар. Где-то 1000 лет. Это был Заратуштра. Потому что, мы уже несколько раз говорили, Заратуштра упоминается еще до нашей эры. Есть письменные источники, есть доказательства, есть все. А там, в Иерусалиме, в Мекке, нету ни одного доказательства, что там был Авраам, что там был какое-то единобожие, что там было еще что-то, что там был еще какой-то пророк, там Яхья, не Яхья, любой семитский пророк, вообще ни одного упоминания нету. То есть первыми мы можем сказать, просто опираясь на источники, как это ясно, как белый, как, скажем так, как день, ясный как день, что Пайгамбар первый, он именно в зороастризме появляется. Точнее, посланник солнечного культа. У них на языке иранском древнем, авестинском, самом древнем, можно сказать, в иранском языке, он назван Пайгамбар. Пайгамбар. Они завоевали Дагестан. Они Дагестан, Грузию. Еще 300 лет или, по-моему, 200 лет до нашей эры. То есть сасанидами полностью Дагестан, Грузия, это все было завоевано. То есть мы о них знали прямо на границе. Мы были на границе с Персией. И они в Дагестане строили свои храмы, то есть жрецы распространяют религию, это все там образовывается, короче. Вытекает из Индии, в Индию приходит от арийцев, там они превращаются в богов, их делают местные племена богами, и потом они расселяются по Ирану, неся с собой эти отголоски этих верований своих предков арийцев, как они их называют. Меняют там свое, придумывают, в общем, пророка, жрецов, цунш, да, огненный храм, как бы цельетуаш, цеяджуаш. И храм, что как бы, мы с ними были знакомы. И, естественно, и с намазом тоже, намаз тоже ихнее слово, это намаз, хавангах, 5 намазов вообще. До появления ислама, 1000 лет до нашей эры, уже 5-кратная молитва в зороастризме уже установлена. Это солнцепочитатели, поэтому Малхи, смотря на расположение солнца, они молились день 5 раз в день. В общем, это было обязательностью зороастрийцев. И ориентировались на солнце они, потому что они солнцепочитатели. Но почему мусульмане ориентируются на солнце? Это, конечно, вопрос. Иудаизм древнее, чем зороастризм. Индуизм древнее, чем зороастризм. Сейчас, секунду. Мазда, так, в зороастризме наоборот, проклинаются девы и почитаются ахуры. И ахура по преимуществу ахура Мазда. Мазда из праиндоевропейского мздeh, устанавливающий мысль, осмысливающий. Отсюда мудрый. Индийское соответствие медха, разум, мудрость. Это более оригинальный, чем ахура, эпитет Бога, описывающий его как мудрого Творца, Творца мысли, а следовательно и сознания. Послужил для образования зороастрийского самоназвания Маясна, почитающий Мазду. Маздаист. То есть зороастрийцы себя называют Маздаясна.
почитающий Мазду. Индуизм древнее, чем зороастризм. И если индуистская Асура в Иране стала Ахура, то можно сказать, что индуистская Сурья, бог солнца, вытеснивший арийского Митра, в Иране превратилась в Хуаре, то есть Сурья, Хуарья. Уже в современном иранском языке, так же как и в курдском, памирском и в осетинских языках, Хур, Хор, Хир, Хер – солнце. Есть еще одна ветвь обозначения солнца, которая непосредственно относится к нахскому, начинающаяся на М. Муэ-денья. Башо – язык бантоидной группы в Камеруне. То есть это африканские языки. Муэ, Малакоте, Мви, Бие, Адао, Мвеи, Муана, Мв, Мис и так далее, и так далее. В общем, это африканский язык. Метнешка духдуи на обозначение солнца, веткдуи, начинающие с М. Ревайдицер, Севайдицер, Грамеду, малое обозначение. Маш – это мураитский язык, исчезнувший язык древнего государства Мерое, распространенный в долине Нила между Асуаном и Хартумом на территории современного Египта и Судана. В 8 веке до нашей эры и 6 веке до нашей эры он исчезает. В одной Африке мы находим для обозначения солнца каки или цаци, се, сусо, ме, маш, р, ра, аро, ле, алуо. То есть Сан Африка, малхе, тетепа, метнешка, тетепа, камнаши, малхав царь, олог дюз. Эса, це, ме, ре, ле, кардокоинцика, веткш. Мзе, грузинский, матаду. Мзора, мзора, миора. Лаский язык. Лаский язык используется 220 тысяч жителей преимущественно на побережье Черного моря, в северо-восточных областях Турции и около 30 тысяч в Аджаре, Грузия. Бза, мза, мигрельский язык. Около 500 тысяч носителей языка в Западной Грузии. Мыш, сванский язык, язык сванов, один из картельских языков. Распространен на северо-западе Грузии, в Местийском и Лентехском районах, объединяемых в историческую область в Сванете. Милли, Андимата, Малхав, Милли. Относится к северо-восточной группе кавказских языков. Ауар-Андик. Юго-запад Дагестана, Ботлихский район. 9 поселков. Милли, ауарском языке. Северо-восточная группа кавказских языков. Милли. Северо-восточная группа кавказских языков. Кодобери. Horshmunshkute ашбиез. Бери дуаштукцига. Гходобери. Из-за северо-восточная группа юбов кавказских языков. Язык используется в республике Дагестан, Российская Федерация. Милли, Токитин Карата, Токитин Карата. Язык, принадлежащий к северо-восточной кавказской семье, языковой семье, на котором говорят на юге Дагестана. Около 260 носителей, 260 человек носителей языка. Существует 2 диалекта. Каратин и Токитин, весьма различные. Милли, также на Тинде, северо-восточная группа кавказских языков, Дагестан. Милли, муни язык жителей села Муни,
Ботлихский район Дагестана РФ. Миле, тоже Карата, северо-восточная группа языков кавказских. Дагестан, Милли. Чамалал, северо-восточная группа кавказских языков. Дагестан, Милли, Дагестан, Аварский, Милли, Дагестан, Мил, Багвалал, Дагестан, тоже язык. Милг, Багвалинский язык, северо-восточная группа кавказских языков. Михи, ботлихский язык, ботлих, язык ботлихцев, распространен в села Ботлих и Миарсу, Ботлихского района Республики Дагестан, а также на плоскостной части Дагестана, северо-восточная группа дагестанских языков. Рар-Гуне, язык южной бандноидной группы в Камеруне. Рар, лезгинский язык, лезгин, тоже говорят рар, живущий в южной части Дагестана и на севере Азербайджана. Рах, Куба, лезги, диалект лезгинского языка в Азербайджане. Рах, микро-лезги, также. Рих, Табасаран, солнце, Рих, на табасаранском языке. Рир, также на табасаранском. На табасаранском говорят около 95 тысяч человек. Рар, третий звук не определен. Кошан, Дагестан тоже, Россия. Диав, арванитик, исчезающий язык в Греции. Диав, о царь солнца, родственный албанскому. Диел, на албанском, царь Малха, Диел, ол албанш. Гхег, разновидность албанского языка, как арванитика. Диел, да, на албанском. Матх, Бацбич, ол Малхах, Матх, северокавказский язык. Матх, Нахско-дагестанская группа. Нахский язык. Малх, ингушский, нахский язык. Малх-марх, чеченский, нахский язык. Ало, на нахском, марево, теплые испарения от земли в жаркую погоду, в основном волны и жар от огня. Отсюда и второе наименование солнца на нахском языке халу. Халу дед ол малха. Важный момент, который необходимо запомнить. Солнце также воспринималось иногда как глаз Бога. Мы находим интересное явление в обозначении солнца на австронезийских языках, где для обозначения солнца используются обе ветки – ма и алу. Мата-алу – это южные индонезские, в общем, языки, тут везде мата-алу, мата-алло, мата-алу, мата-алу, Матахари, в общем, Маори, Матахари, в общем, огромное количество индонезийских языков, которые говорят мата два слова для обозначения солнца. Мата, алуа. Как оказалось, мата отдельно у них означает глаз. Давайте обратимся к фрагменту из автореферата диссертации по теме Нахско-этрусские лексические встречи. Плиев Руслан Султанович. Этруски были расселены преимущественно в районе к югу от долины реки По, вплоть до Рима, ближе к западному побережью Апеннинского полуострова. Их прослеживается примерно с 1000 года до нашей эры, вплоть до 1 века нашей эры, когда этруски были окончательно ассимилированы римлянами. Этруски испытали огромное влияние древнегреческой культуры. Это что оказалось и на религии, что сказалось и на религии. Так, множество сюжетов на этрусских зеркалах имеют, несомненно, греческое происхождение. Это доказывают имена многих персонажей, записанные этрусским алфавитом на этрусском языке, но имеющие, несомненно, греческое происхождение. Многие верования этрусков стали частью культуры Древнего Рима,
считалось, что этрусские являются хранителями знаний о многих ритуалах, которые были недостаточно известны римлянам. Итак, реферат. Сезланс, теоним. Это имя является этрусской параллелью имени греческого бога кузнечного дела Гефеста. Его основой является сез, а не стетл. Слово сед сопоставимо с нахским сида, сутка, звезда. В целом же структура имени этрусского бога такова. Сед – основа, а суффикс для обозначения прилагательных, плюс п – антропосуффикс. Теоним имеет значение звездный. Имя вполне подходит богу кузнечного дела, пребывающему в слиянии россыпи искр, образно звезд, исходящих от льющегося, кующегося металла. То есть вот Гефест, вот Иач, вот кузнец, малый бог кузнецства, металла, ты умеешь искришь, да, моя птицу. Основа этрусский мата, сезланс юцун, седланс, и английский мата, я знаю, куза, тей аши, дегдатста, део, цаятуната. В общем, седланс юцун, этрусский параллель, греческий бог Гефест, то есть основа. Мариш Хална, точнее Марис Хална. Одна из этрусских надписей на зеркале, найденном в районе озера Бульсена, с изображением 3 младенцев. Предлагается сравнить эту надпись с устоявшимся нахским выражением «Маршхална» – «свободным будь», «в мире будь», предложив, что «Марис Хална» – выражение, состоящее из 2 слов «Марис» и «Хална», а его смысловое значение соответствует представленному нахскому словосочетанию, следует перевести на этрусский язык «Марис Хална» – «свободный будь», «в мире будь». Зеркало было, вероятно, оберегом ребенка, детей какой-то этрусской семьи. На эту мысль наводит изображение 3 младенцев на зеркале и свидетельство древних историй, что этрусские были очень суеверны. В книге Немировского «Этрусский. От мифа к истории» приводятся и другие надписи типа «Марис», имеющие, вероятно, такой же смысл, какой заложен в нахском «марш», то есть свобода, мир, благополучие. На этрусском рисунке над изображением ребенка нанесена надпись «Марс». Нельзя исключить того, что амфора представлялась этрускам или художнику, сделавшему рисунок, символом материнского чрева. Вместе с тем полная амфора, как и полная чаша, олицетворяла благополучие, находящегося в неразрывной связи с миром, свободой. Чего же, как не благополучие, мира и свободы, желать младенцу? Миневра, Менерва, имя этрусской богини, которую римляне отождествляли с Афиной. Из мифов известно: Афина – богиня неба, плодородия, покровительница мирного труда. Греки полагали, что она родилась из головы Зевса. Римляне изрекали: Минерва, вышедшая из головы Юпитера. Следовательно, Афина – Минерва, дочь верховного бога. Имя Юпитер, Люпитер, косвенные падежи от основы лови, лове, происходит от архаического латинского lovis pater, dies Peter, восходящего к праиндоевропейскому Deus Peter, Носивший это имя Бог был богом дневного света. В праиндоевропейской мифологии отсюда же произошли имена богов ряда других индоевропейских народов.
Греческое Зевс, Зеус. В звательном падеже Зеупат, Зеупат, Зеупатор. Древнеиндийское Диауспита. Иллирийское Деи Патрос и так далее. Юпитер – восприемник этрусского бога Тина, Дина. Судя по древним источникам, имя Менерва находилось в неразрывной связи с этрусскими теонимами Тин, Дин, Марс, Марис. Свидетельства о религиозных воззрениях этрусков наводят на мысль, что Дин, Тин и Марс, Марис – различные имена одного этрусского божества, бога солнца. Основой одного из них, Марс, Марис, является Ма, первоначальное, более древнее, чем Марс, Марис, имя этрусского бога солнца. Основой теонима Менрва, вероятно, также является слово Ма, солнце. Имя богини Менрва сопоставимо с нахским языческим теонимом Малхаза, солнечная красавица, дочь солнца. Имя, имеющее, то есть я до сих пор читаю реферат вот этого, имя, имеющее значение дочь солнца, возможно обозначить нахским словообразованием Менрья, Менарья, смоделированного по принципу Ме – основа, представленное в косвенном падеже имя Ма – солнце, плюс Н – наращение, плюс Р – суффикс принадлежности, плюс Я – показатель класса женщин. Теоним Менрвя произведен, по-видимому, несколько иным образом. Ме от Ма – основа, плюс Не – наращение, плюс Рва – личностный суффикс единственного числа, развившийся из Руа. Нахский Руа – суффикс личности, развившийся в свою очередь из Рва. Ре плюс В. В и В, и В, и Ву, и В. Если это так, то этрусский теоним имеет значение солнцева, дочь солнца. Правомерность данного вывода подтверждается и тем, что этруски связывали с Менрвой богов Тина, Марса, мирный труд, благополучие и благоденствие. Интересны свидетельства о древних языческих воззрениях нахов. Известно, что еще в XIX веке в Горной Ингушетии, где влияние ислама было незначительно, горцы поклонялись, почитали многочисленные боги и отправляли языческие обряды. Важное место в их жизни занимали празднества в связи с наступлением весны, уборкой урожая. Жрецы и народ обращались к солнцу и другим богам с просьбами послать обильный урожай, дать богатый приплод, не допустить войн, болезней и прочих невзгод. Превозносились благодарственные молитвы богам за ниспосланное благоденствие и приносились им жертвы. Одним из главных лиц выступала при этом избранная современниками из числа юных девушек, самая чистая, которую по древней традиции нарекали Малхаза, дочь солнца. Она должна была возвещать народу о появлении первых лучей солнца того дня, с которого начиналась весенняя пахота. Ей, олицетворяющей чистоту и непорочность, вменялась обязанность воспевать гимны, посвященные и обращенные к солнцу. В народной памяти сохранились отзвуки былых воззрений, свидетельствующих о том, что когда-то в нахском языческом пантеоне присутствовала богиня мира и благоденствия, непорочная Малхаза, дочь солнца, именовавшаяся, может быть, в более отдаленные времена Менрва, дочь солнца. Полный текст автореферата диссертации читайте на сайте «Человек-наука». То есть я зачитывал реферат.
Одной из гипотез о происхождении этрусского языка является версия Старостина, Дьяконова о его родстве с вымершими хуритскими и уратскими языками. Другие исследователи продолжают настаивать на родстве этрусского с анатолийской, то есть хетталувийской ветвью индоевропейских языков. Небольшое добавление от меня. Чеченская маршу – свобода, безопасность, незапятнанность, безупречность происходит от мар – муж, независимый, свободный, божественный, хозяин. От мар также происходит мария – замужество, марсхой – родственники мужа, марзуа – сладость, а также согласие, дружба, мир и любовь между кем-то. Ма – это солнце, основа. Свободный и независимый, как солнце. Чеченцы – это единственный народ, у которых приветствие маршу. Когда приходящим в гости говорят «марш ойла», приходи свободным. Когда уходят – марш ойла. А уходят, говоря «марш ойла», оставайтесь свободным. Свобода – самое священное, что может быть для истинных нахов. А война и свобода – неразрывно связанные вещи. Мировая история, как и чеченская, тому пример. Лучше всего эта взаимосвязь выражена в краткой и емкой форме у Гераклита. Война есть отец всего, царь всего. Она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными. Перевод Макавельского. Марс – бог войны. Здесь как раз будет кстати. Марс от латинского Марс, Маурс. Старый вокатив Мармар, Марс Питер. Или раздельно Марс Паттер, Марс Отец. На языке сабинов Мамерш, Мамес, Мамерс. Бог войны, один из древнейших богов Италии и Рима, входил в триаду богов, первоначально возглавлявших римский пантеон. Юпитер, Марс и Квирин. Отец Ромула, родоначальник и хранитель Рима. По имени Бога названа четвертая по удаленности от Солнца планета Солнечной системы Марс. В греческой мифологии ему соответствует Арес. Вспоминаются слова русского поэта Михаила Лермонтова из книги «Измаил Бей». «Иди тех ущелий племена, им Бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Там поразить врага не преступление. Верна там дружба, но вернее мщение. Там за добро добро, и кровь за кровь, и ненависть безмерна, как любовь». Богу Цу было посвящено селение Цейнпеда, Цойпеде, где находится некрополь, состоящий из наземных и подземных склепов. Известный город мертвых Уолгала под названием Цейнпеда, что переводится как «город божества», «поселение огня», от многозначного корневого чеченского слова «цу» – огонь, красный, божество, и от «па» – поселение, место сборища. Дело в том, что каждый склеп некрополя почитался местными жителями как солнечная могила, Малхкаш. Область, в которой находится Цойнпеда, называется Мялхиста. Здесь нет ни единого поселка под названием Малхиста. Так именуется обширное ущелье с 14 селениями. У чеченцев есть. Дервишев считал, что солнце могло быть тотемом у местных жителей. Они мялхи, дети солнца. Марх – основа ма, солнце на нарском языке. Поститься – мархкат, кормить солнце. Даже мусульмане-чеченцы называют исламский пост саум мархкабар, а месяц Рамадан – мархибут, вместо исламского Рамадан. Так что давайте по полной переходите. Марахмаба – это что солнце кормит душу. Рамадан саум больше, полностью.
Марх на нахском также обозначает облако. Видимо, облака, Мархнаш, воспринимались как спутница Малха. Отсюда, вероятно, и происходит обозначение замужества Марии, супружеский союз. Галисийский. Так, секунду. Галисийский язык. Матримонио. Это Мария, замужество вам. Параллели привожу на других языках. Галисийский матримонио. Французский marriage. Итальянский матримонио. Каталонский матримони. Английский marriage. Испанский мартеша, мартесе или мартесиониум, не знаю. Латынь матримониум. Маори марена. Коренной народ Новой Зеландии. Они тоже говорят марена. Чеченцы говорят зуд о любой женщине как обозначение ее женского пола. Зуд – женщина, жена, супруга. Зудьяло – жениться. Зудьех – посватать, сватать. Зудит – развестись с женой. Зудбер – девочка, а также зуд – сука. Это джалдушин, в общем. Аристократичные чеченцы, которые ценят свою культуру, никогда не называют своих жен сазуд, моя жена, в разговоре с другими людьми. Вместо этого они используют фразу сагусамна, что означает мать-хозяйка моего дома, которая передает тот же смысл, что и сазуд, но с дополнительным оттенком духовности и морали. Кроме того, супругам не разрешается общаться друг к другу, обращаться друг к другу по имени, кроме как наедине. В многие европейские языки через латинское посредство входят такие этрусские слова, как арена. Этрусское арн, хуритском, уральском айре, чеченском аре, простор, ровное место. Мэр, латинское мар, этрусское мари, хуритское ур, мари, чеченское мар, знатный, свободный человек, мужчина. Еще чеченское маршу, свобода, независимость. Мар – муж. Король Артур. Английский и валлийский Артур от кельтского медведь, типа этимология. По преданиям, правитель королевства Логрес, легендарный вождь бритов 5-6 веков. Самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. Согласно легендам, Артур стал королем во исполнение пророчества, защитил Британию от набегов саксов и собрал при своем дворе в Камелоте доблестнейших и благороднейших рыцарей круглого стола, но в конце концов погиб в бою, защищая свой трон от узурпатора. Легендарность Артура подтверждает также наличие 12 рыцарей круглого стола, обозначающих 12 месяцев, которые сопровождают солнце, как у всех солнечных культов. Причем тут медведь к имени Артура непонятно. Точную этимологию имени Артур можно установить легко и просто с нахского. Ар – наружу, тур – меч. То же самое с легендарным королем Дании Сигурдом. Сигурд Змееглазый. Сигурд Змееглазый – предводитель викингов во второй половине IX века, организовавший набеги на Британию, один из сыновей датского морского конунга Рагнара Лодбрака, возможно, легендарный датский конунг. В 865 году король Нортрунгии Элла II победил, взял в плен и убил Рагнара Лодбрака, бросив его в яму со змеями. Сигурд и его братья получили известие о гибели своего отца Рагнара от посланцев короля Эллы, прибывших в Данию. Сигурд, змей в глазу, держал нож и подрезал себе ногти, когда рассказывали эти новости, и так внимательно слушал этот рассказ, что не заметил, как нож воткнулся в кость
и даже не вздрогнул. Его брат Бьорн Железнобокий сжал рукой древо копья и так крепко стиснул его, что остались следы пальцев. Когда послы Эллы закончили рассказ, Бьорн так потряс копьем, что она разлетелась надвое. Элла, король Нортрумбии. На нахском Элла означает элита, царь, господин, князь, король. Элла – это не имя короля Нортрумбии, а просто титул. Элла Нортрумбии, то есть король Нортрумбии. Сыновья Рагнара поклялись отомстить за убийство своего отца. Согласно саге о Рагнаре, кожаные штаны, и его сыновьях, братья собрали небольшие силы и отплыли в Англию. В 866 году сыновья Рагнара во главе большой датской армии пересекли Северное море и вторглись в Англию. В битве под Йорком король Нортрумбии Элла II потерпел поражение, был захвачен в плен и предан казни, называемой «Кровавый орел». Для чеченцев важно очень понятие чести. Особо в народном фольклоре известны легенды убийства отца и восстановления чести, отомстив за отца. Сигурд на нахском. Си – честь, гурду – увидим. Сигурда – честь увидим. Как известно, среди всех представителей животного мира наиболее почтительным отношением у чеченцев пользуется волк, как и для многих индоевропейцев. Прослеживается волчья мораль и родовая иерархия в основе чеченских традиций. Вероятно, это связано с первобытным временем, когда люди наблюдали за животным миром и брали с них пример. Историк кавказских войн Отто в XII столетии писал: кто-то справедливо заметил, что в типе чеченцев, в его нравственном облике есть нечто, напоминающее волка. Лев и орел изображают силу, те идут на слабого, а волк идет на более сильного, нежели сам, заменяя в последующем случае все безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью. И раз попадает он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли, ни стона. Старинная боевая песня чеченцев, ставшая в начале 90-х годов гимном Чеченской Республики, начинается со слов: «Мы родились той ночью, когда щенилась волчица. Утром под рев льва нам дали имена. Бисана борзекаш, дюнен чудолото, ирана лам угуш, тацераштехина». Некоторые чеченские публицисты текст этой песни ошибочно приписывают писателю Абузару Эдамиру, хотя он в своем романе «Долгие ночи» отмечал, что это слова из старинной боевой песни чеченцев. Текст этой песни можно найти во многих изданиях чеченского фольклора и эпоса, как на чеченском языке, так и в переводах на русский. В ней упоминаются кахпаэли, продажные князья. Волчья атрибутика в фольклоре и эпосе чеченцев далеко не случайна. Она имеет глубочайшие культурные, исторические традиции. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в чеченском языке мы обнаруживаем странное слово «берзлай», которое обычно на другие языки переводится как «волки». Действительно, слово «волк» на чеченском звучит как «борз», а «волки», соответственно, «берзлай». Но здесь появляется одна загадка. Заключается она в том, что нет в природе ни одного другого животного, кроме волка, к названию которого чеченцы добавляли бы ставшее суффиксом древнейшее слово «лай», означающее буквально «люди». Необходимо подчеркнуть еще одно обстоятельство. Эпитетом «берзлай» чеченцы обозначают, как правило, людей-бойцов, проявивших высшую воинскую доблесть. Сам суффикс «лой» довольно часто встречается в чеченском языке в том случае, когда нужно обозначить профессию или какой-нибудь иной человеческий признак. Приведем примеры. «Эмлай» по-чеченски означает «воин». Сейчас продолжим.
Так, приведем примеры. Темлай по-чеченски означает войны, а буквально это слово переводится как люди войны. Там война, лай, люди. Есть в Чечне такие тейпы, как Баулай, люди башня, Бау, башня, лай, люди. Эрлай, люди с вершины. Тиера с вершины, сверху, лай, люди. Арсилай, горные люди, Арц, лесистая гора и так далее. Армян чеченцы называют Эрм, лай, люди страны Арм. Татар – Резлай. Вероятно, название связано или с хазарами, или с Казанью, на этот счет нет единого мнения. Такие примеры многочисленны. Загадка же, на которую мы хотим обратить внимание, появляется в том, что слово «люди» – лай присутствует в названии представителей животного мира – волков. Причем без этого слова, ставшего со временем суффиксом, название волков во множественном числе не употребляется. По нормам чеченского языка слово «волки» должно было бы звучать «берзаш». Однако оно звучит «берз-лай», буквально как «волколюди», «волчьи люди», «волчий народ». Почему? Ответ на этот открывает нам очень интересные исторические и этнографические параллели, уводящие в глубину столетий. Дело в том, что кланы профессиональных воинов, называвшихся волчьими людьми, существовали у очень многих народов с древнейших времен. Но в живом языке, в актуальном применении, выражение «волчьи люди» сохранилось сегодня только у чеченцев. Символ волка в древних культурах. Вкратце изложим, какими в древних культурах были восприятия образа волка. В античности образ волка также имеет давнюю традицию. Геродот и Плиний сообщают, что раз в год племя невров превращаются в волков. В Древней Греции волк является одним из атрибутов культа Аполлона. Аполлон Ликейский. В Древнем Риме волк почитался как символ божества войны Марса. И считалось, что появление волка перед битвой сулит победу. Отборные римские воины из претарианской гвардии, лучшие из лучших, носили на шлемах капюшоны. Капюшоны, сделанные из волчьих голов, и часто покрывали спину и плечи волчьими шкурами. В Древнем Риме волк выступает как атрибут культа Марса. Волки могут вести его колесницу. Именно в древнеримской литературе, в Сатириконе, Петрония, мы находим и первое упоминание волка-оборотня. Волк, кроме того, является тотемным животным древнейшей цивилизации Апеннинского полуострова этрусков, а также сабинов и латинов. До V века в Риме существовал языческий праздник Луперкалий в честь капитолийской волчицы, который праздновался с 13-14 февраля возле того места у подножия Платинского холма, где волчица нашла близнецов, легендарных основателей города Рима. Капитолийская волчица, кормящая двух близнецов, символ вечного города Рима. В пещере, куда не имел доступа посторонний, они приносят волчьему богу, закалывая молодых коз. После ритуальной трапезы люперки облачались в шкуры животных, волков или козлов, и выбегали в город, где стегали встречных женщин кусками шкур. Считалось, что избиение шкурами дарует тем плодовитость и легкие роды. По-видимому, уже ко временам Плутарха праздник утратил свое изначальное архаичное, уходящее корнями в индоевропейскую древность предназначение, постепенно став праздником влюбленных, который затем трансформировался в День Святого Валентина. Знаменитый Ахиллес, образцовый воин для эллинов, имел, по словам Гомера, волчье сердце. То есть воспринимался как воин-волк. В Илиаде трижды упоминается слово «люта»,
которое называется воинская ярость. Оно произведено от греческого слова «лукос» или «лукок», «волк», «виквос», при помощи суффикса «я», образующего отвлеченные понятия «лукья», и означает таким образом нахождение в состоянии волка. В Древней Греции о молодом воине, впервые убившем в бою врага, говорили: он стал волком. Это в точности соответствует древнегерманской традиции, когда о воине, сразившем в бою первого своего врага, говорили: он будет отныне называться волком. Вообще у древних германцев самые доблестные воины назывались люди-волки. Носили плащи из волчьих шкур, и у них практиковался даже воинственный танец волка. Чтобы поднять перед битвой боевой дух воина. Волк, как олицетворение воинской доблести, обнаруживается повсеместно. Лучшие воины у древних балтов назывались слугами волка. У древних славян волк почитался настолько, что его название было табуировано и заменялось словом лютый. Славянское племя лютичей считалось детьми волка и отличалось неукротимостью в бою. Одним из самых почитаемых героев древних славян был Волх Всеславович, о котором эпос повествует, что при его рождении подражала сыра земля, а синее море сколебалося. Вообще в древнем мире было много народов и племен, чьи названия означают волки. Такие племена: лукани в Италии, даки на Балканах, орки во Фригии, урги, одно из сарматских племен на Кавказе, и так далее. В Хеттском царстве, второе тысячелетие до нашей эры, волк играл особую роль, воплощая в себе сакральные качества. Волк и волчья стая считались образцом сплоченности, доблести и мудрости. Кроме того, хетты полагали, что волки наделены даром предвидения. Царь Хаттусили I, 17 век до нашей эры, обращаясь к собранию Панкусу, призывает своих воинов быть единым целым, как волчий род. Воины, носящие волчьи маски, выделялись у хеттов в особую категорию. Обратим внимание на то, что в хеттской клинописи для обозначения этой категории воинов использовались детерминативы бар, ра, ас, баррас, лу, имеющие шумерское происхождение. Если перевести клинописные значки в буквенную графику, это сочетание звучит весьма похоже на чеченское берзлай. Тем более, что шумерограмма ло означает, как и в чеченском, человек. О человеке, проявившем незаурядные качества, выделившимся из общей массы людей каким-то выдающимся поступком, хетты говорили: он сделался волком. В Древней Индии в подобных случаях о человеке говорили: он есть волк. Чеченцы в этих формулах сразу же услышат свое и конца борзью. Этот парень настоящий волк. Стоит добавить, что этот лестный для чеченцев эпитет не во всех случаях связан с проявлением воинской доблести. Хотя чаще всего, конечно, волком или волками берзлой у чеченцев называют людей, отличившихся на воинском поприще. Отметим также, что наречие волком с употреблением женского и тварного классного показателя «ю» редкий случай в чеченской традиции, когда это не воспринимается мужчинами как оскорбление достоинства. Иногда физически очень сильных мужчин называют также «ч» – медведь, или даже «нл» – кабан, употребляя женский тварный классный префикс «ю». Во всех остальных случаях по отношению к мужчине необходимо употреблять классный показатель «ву». Это чеченская секира с головой волка, с открытой пастью.
средневековой ирландской работе «Анман. Пригодность имен», которая, вероятно, была основана на более ранних традициях, рассказывается о легендарном воине-оборотне по имени Лайнех Файлет. Говорят, что он был предком племени оборотней, которые были связаны с королями Осори, Восточной Ирландии, которые охватывали большую часть современного графства Килкенни и графства Лаос до вторжения норманнов в Ирландию в XII веке. По словам Коэр Анман, он был человеком, который привык становиться волком, то есть к волчьему образу, то есть к волчьим формам, которые он использовал. И его потомки охотились, и они убивали стадо по волчьей манере. Так что за это его называли Лайнех Файлет, потому что он был первым из них, кто принял форму волка. Другие сведения об ирландских оборотнях имеются в поэме XI века «Демирабилибус Хиберния» о чудесах Ирландии, епископа Патрика из Дублина. В среднеирландском «De Ingantaid Erin» о чудесах Ирландии в поэме VIII века «De Hominibus Quie Severtunt in Lupos» люди, которые превращают себя в волков. «De Ingantaid Erin» о чудесах Ирландии говорит об оборотнях. Сказано, что когда святой Патрик проповедовал в той стране христианство, был один клан, который противостоял ему упорнее всех других в этой земле. И эти люди всячески стремились оскорблять и Бога, и святого. И когда он проповедовал им веру, как и другим, и пришел беседовать с ними туда, где они проводили свои собрания, они решили выть на него, как волки. Toši християни, viens Святой Патрик, tie от склану. Ау! Вошло. Но чтобы не перегружать эту работу историческими подробностями, остановимся пока на этих примерах и поговорим далее о знаменитых викингах-берсерках. У скандинавских народов, так сказать, паузу сделаю, продолжу. Шала пока дистрал хатало. Erveler hocul. Hubara? Sa New York yani iki o sa'water hocul ervel eveli. Evvel çok derdim. وات oldu la havun daway ama Isaajuk sa'dinin da halbuy mož теория заговора на постсоветском пространстве еще не в основном Запад как я понял сега Европа ярче теории. Yolun beri yeteri. Теорица бухульца доказательства, что косвенные хотя бы. Ушавек аз дүйчүн ладуш хаттар цаквалуш массуhum нахтиеч ишчавега кучавек ишт умне уй. Просто хасхиеш моушен ишт дела. Не, перебить, уавиес, хаттиес, объясняйте еще. Зачитайте нам отдельно шайга за раз, что косар мою и так и так.
Просто уюка инзербой не ниеш целя, даешь что уюка, из басаин с ючега Хасан Бакави и отрывок зачитывать аж. Зашит начало ти, да его лил концеца, итог ти его шиз. Альтернативу дайнамо боя, ка бусалди надеч. Альтернативу юкуза полностью. Так, так. Юка, цахи, я просто хотел бы, я еще полезную информацию мою тебя обсуждать. За уважение не перебиваем. В любом случае, и هم دوينز قيت بوي وقيت مي قوش هم دات القدنيان جوا وقيت ميتان داجا نيس دات قدنيان جوا هم أتصل قي هم دات إح بيخ بوش لو هم دات إذا تأردو حالات أدمن حالات دقوناخ общий принятый человеческий норм шьюш но и أدمن تير дальше هذا вот это эхи бехки бошло, мораль нравственность улсунах, гайскиш нохч эх бех улсунах. Так, и что, и хумнаш дуй, и что, ой, да мадуш. Так, и альтернатив, и дагайт из, и иш душун эр, хажав, ой, иш душун эр, иду аз бог, дел рез, хуй. Тани дайстах, мадиц, альтернатив, ой, Иеша антитеррор. И нагадали гдой. Эртур Васер. Цейр Маста. Моду переводится у них. Дождаться. У них нету перевода царский опереться динохца, типа кельтский мата Артур Медведя ол. Таха Медведя я дуцунял. Но в этой легенде Артур легендарный у него не было. Эпосе, в этом эпосе нигде вообще нету никакого медведя. Самый важный символ эпоса это то, что он вытащил меч из камня. Артур. Его из хэштег Мерлин Уильям Луис, он заковал вот этот меч, пророчествовал, что меч Хадяхнаг спасет там Британию и так далее, в общем. Все крутится вокруг этого Артура. латинский мата, кинг дат, и латинский мата, я здесь она хульма бо, умагаю. Konung, otsar ol, vikings konung. No kona omkan tuka halvel. Su tsaoran buksun индоевропейский, цашеку, ja, цон king, конах, комкант, слуга народа. И нету вот этого фараоновского пирамидального обозначения. То есть конунг, он не был таким диктатором. То есть чисто судья его. Берзла юицесан, стаджимо альфа, разъяза, на месте разорвать я шьюсь. В этих понятиях в христианских, европейских странах в начале королевства Ишьяшайна с короной вот этим, помазанием Ватикана, в этом понимании король Сахалош тогда еще. Фараоновский, как бы, египетский, через христианство, пирамидальное, как бы, римский и моей, как бы, подчинение императору, правителю, централизации и так далее. То есть неукоснительное. То есть король там уже фараон. То есть Бог воплоти. Воплотившийся Бог у цели. Что он говорит? Вот, раскиш олша за духом, кто идет против власти, на все есть воля, на все воля Бога, и власть тоже от Бога. Если Путин у власти, то это воля Бога. Нельзя идти против этого. Видите? Пармат, сарматы это тоже предки чеченцев, получается?
Нет, там не чеченцы, там индоевропейцы. Чеченцы появились, да, от одного корня просто. Как мы, как и они, как и вот эти места. Хылбон, вот сарматы. Сармат на латинице записаны у греками. Свой лад Бакаева этимология. Я лёгцун шармат. Шармат, бубоцу, ширметтия. Равнинный нахшбуй, как бы, уж бубоцу. Барклерису. И сарма шел Артур Ицан Хилбеш мама бубуй. Артур легендарный. О, сармач, как бы, скифший сармачи реально существовал. Бац, Артур же, хилмоват, легенд мою. Edinach mon kuchua parmo. С чей идут чаши, дискуш. After درس مصر هنا عجمو جدين. المعدي واحد سؤال ويشو. التيس تشتري استلهت وول شو إيه. الناس عم مدير بوق عايش تنحيجر. إنسان أغور لرد أحوم دوتي. جيموش قيتر ستنخ. يخو شيح كروتي إناح أي خون بوش تسع. تسع مو أبيسني تيدي مو إيدي. شين خو شيح إناح أي خبر دوي تنخ تيات ووخ. أي خبر لأر دوي ناخن. إي وبشي دو قومدو. بيلقوا خو شواتا. تبعست قولا كده باشتيان ده سيصير بيلقوا يجي خوش بوش باش نخيش ليش بو إذا ده تادوت الدوش خيط بوش ليش بو الشيء كده خيتم تشرع ديونا تاتو نش عامين توتا نقولش تكنيك حقيقة واحد يشويش لو بشي خيط المواد استج إيش ديونا حي جيم تشادون ده شوتا شوتا كيك شو يوتي حلا بوزي توتا ديونا شوتا قهم شتيتريست سو وقتهول كيكش اركيسيز أورانتيا يا لو يا صحيح البخاري صار ما تواجه في البوز لوه كبير دول ده هما ده Paimars elfazniškin hujuzi. Qiymat shiu haqdalın qiyish hoşayal. Dözüçün sani hadis. هور بيتني كروتشي هو نزا بدحوش شلي إمال خسير حلبول صحات سبول حش تيبادات إشتغل دوجيني يوت أصحابات يتعرض سوال كروتشي بقول إلا بالله العرب مسخر دو قيمة تأرج لو تاع لوش كروتشي تاع جيم بيرجن إبير كروتشي قندلي اللي قندلو تشينا إلا توتونا وقت قاش دلي قاش دلي قاش دلي كروتشي تيخو تردو إلا بو قيمة دي إنزا قاش والغير واسقي بو قاش دلو شوال شو تردو إدات شو قال لك قاش قاش ولا بيل دعمل شو قال لك ده
Assalamu alaikum. Кем-то еще листил, дойль чистый ворсо. Ва алейкум ассалам, масло. Sober djelaca, cađem ješijesta, što distali, cađem da ješta, ševtom istalu šulo, cađem da ješta, pistoliću. Bismillah, Еша. Bismillah, bismillah. У скандинавских народов, то есть северных германцев, олицетворением мудрости и идеальным прототипом воина считался легендарный король Один, Воден, родоначальник древнейших королевских династий Европы, пришедший со своими сыновьями и другими спутниками на север откуда-то с юга, а точнее с Кавказа. Одну из хроник, повествующих о кавказском происхождении Одина и вообще викингов, норманнов, то есть, составил средневековый германский летописец Саксон Анналист. Множество таких же преданий, позволяющих считать именно Кавказ прародиной викингов, известны, в частности, в Исландии, где благодаря длительной островной изоляции в наиболее полном виде сохранилось культурное наследие викингов и их речь, старонорвежский язык. Американский исследователь Мэнли П. Холл, ссылаясь на эти свидетельства, так пишет о кавказском происхождении Одина. Как явствует из северных хроник, Зигге, вождь азиатского племени Асер, в первом веке христианской эры привел племя с Каспийского моря на север Европы. Он прошел от Черного моря в Россию, где оставил в качестве правителя одного из своих сыновей. Тоже он сделал в Саксонии и Франкии. Затем он двинулся в Данию, которая признала в качестве правителя его пятого сына Скольда, и оттуда в Швецию, где Гильф, отдав почести удивительному страннику, посвятил его своей мистерии. Тут Зигге и правил. Столицей империи он сделал Зиктуну, дал новый кодекс законов и основал священные мистерии. Сам он взял имя Один, основал жреческий клан из 12 дроттаров, проводивших секретные богослужения, вершивших правосудие и как пророки, осуществлявших предсказания судьбы. Более определенно пишет о кавказском происхождении Одина и викингов всемирно известный норвежский путешественник и историк Тур Хейрдел. Древнейшая родина предков викингов неизвестна. Разумеется, они в Скандинавии пришельцы. Большинство ученых полагают, что они пришли туда по суше или приплыли по великим русским рекам откуда-то с Кавказа. В пользу такой версии говорят записанные Снори в VIII веке исторические предания. Конец цитаты. Привлекает внимание то, что, судя по древнегерманским преданиям, личность короля Одина тесным образом связана с волком. Вот он, памятник Одина. Так, Одина в его походах всегда сопровождают два волка, и сам он часто обращается в это хищное животное. Но особенно интересно то, что с постоянными спутниками Одина, его свитой, являются 12 воинов-берсерков, которые носят название Ульфхедни. Ульфхедхин. Это слово в переводе со старонорвежского означает «воин-волк». Мы уже писали выше, что у многих древних народов, в том числе и у чеченцев, отборные воины назывались волками, носили волчьи атрибуты, маски, капюшоны, плащи из волчьих шкур. Так что совсем не удивительно, что эта традиция была составлявших в легендарные времена почетный эскорт Одина, а в исторические времена составлявших наиболее боеспособную часть варяжских дружин. Носят как бы два названия – берсерки и воины-волки, то есть Ульфхедхин. С трактовкой названия Ульфхедхин нет никаких проблем, так как оно имеет свое четкое объяснение в старонорвежском языке и означает, как уже отмечалось, воин-волк,
а в буквальном переводе воин, носящий шкуру волка. Что касается происхождения слова «берсерк», то оно до сих пор туманно и вызывает большие споры среди историков и языковедов-германистов. Отметим, что в общем-то в оригинальном, первичном звучании это слово произносилось как «берсерк» с умлаутом, что приблизительно соответствует русскому написанию «берсерк». Так вот, одни лингвисты считают, что это слово означает «медвежья рубашка», другие предпочитают переводить его как «воины-бароны», третьи трактуют его как «воины-медведи». Но тут возникают затруднения. Дело в том, что ни один из исторических источников не упоминает о том, что берсерки когда-нибудь в бою надевали на себя шкуру медведя. Они всегда и неизменно вступали в бой в волчьих шкурах. Да и само их название «Ульфхетхин», как уже отмечалось выше, означает буквально «воин, носящий волчью шкуру». Что касается другой трактовки «воины-бароны», то и она отвергается большинством ученых-германистов, так как баронов среди викингов никогда не было. Этот феодальный титул возник впервые у франков. В Западной Европе его носили крупные землевладельцы, дворяне, феодалы, сеньоры, являющиеся непосредственными вассалами короля. Действительно, трудно представить себе, чтобы берсерки, не знающие в жизни ничего, кроме воинского ремесла, и не обладающие почти никаким преимуществом, кроме оружия, могли иметь что-то общее с богатыми феодалами, владельцами замков, земель и крепостных крестьян. При анализе слова «берсерк» наиболее часто встречается такая его разгадка – «берс-эрк». Учитывая кавказское происхождение Одина, в частности, и викингов вообще, и даже без учета этого происхождения, привлекает внимание схожее звучанию этого слова с чеченским словом «берзлой», которое мы разбирали в начале этой статьи. «Берзлой» – волколюди, и «берсерк» – волки-воины. Как мы видим, начальные компоненты этих слов, означающие «волк», в обоих случаях звучат почти идентично – «с» и «з». Как известно, являются глухими и звонкими вариантами одного и того же звука. Раз Один переселился в Скандинавию с Кавказа, и раз берсерки являются постоянной воинской свитой, дружиной Одина, мы вполне можем допустить, что и этот термин, смущающий своей загадочностью ученых-германистов, пришел к северным германцам с Кавказа. Иными словами, берзлой, потому что Иными словами, ушел на север с Кавказа в сопровождении отборных воинов берзлой, потому что вялый и нерешительный человек едва ли соблазнился бы столь длительным походом с его опасностями и туманными перспективами. Если тождество между компонентами берс и берз представляется нам очевидными, то сложнее найти точки соприкосновения между компонентами эрк, орк и лой. Но сложность эта довольно успешно преодолевается, если вспомнить, что в древнегерманских языках этим словом, его различными вариациями, обозначалось войско, войны, а в более общем смысле вооруженный народ. В древних обществах только воины считались полноценными гражданами. И вообще, словообразовательная основа «эр», «гер» лежит в основе большинства индоевропейских обозначений войска, воинов, героев и тому подобное. Но не только в индоевропейских. Так, в шумерском слове «эри» называли войско, вооруженный народ. У грузин – «хери», дружина, войско. У чеченцев – «гейр», отряд наездников, дружина. Эти примеры можно продолжать очень долго. Но итогом есть вывод о том, что термин «берсерк» является точной смысловой калькой «ульфхетхин» и обозначает, как и чеченское «берзлай», буквально «волчьи войны», «волчьи войны-волки». Известный традиционалист Мирча Элиаде, ссылаясь на скандинавскую сагу о вельсунгах, повествующих о берсерках Сигмунде и его сыне Синфотли, надевших волчьи шкуры и бессильных расстаться с ними, пока не совершат воинских подвигов, отмечает: трансформация волка, то есть ритуал надевания волчьей шкуры, составляла важнейший момент инициации в мужское тайное общество. Надевая шкуру, инициируемый
перенимал поведение волка. Другими словами, он становился воином-зверем, непреодолимым и неуязвимым. Волками называли членов индоевропейских военных обществ. Мы можем добавить, что такие же тайные воинские союзы бытовали когда-то и у чеченцев. Странно, что по всей чеченской научной литературе удалось обнаружить только одну, прошедшую почти незамеченную статью на эту тему, с описанием методики подготовки этих сверхвоинов. Написала эту статью Зулай Хасбулатова еще в начале 80-х годов. Но это отдельная тема. По Снори, вождя викингов, приведшего свой народ на север при Черноморье, звали Одином. После его смерти он был возведен викингами в ранг бога. Владения Одина распространялись вплоть до Турции, пока, как говорит тот же Снори, римские императоры не стали повсеместно наступать, покоряя все страны. Тогда-то великий пращур нормандских королей ушел со своим народом на север и заселил сперва Данию, потом Швецию и, наконец, Норвегию. Таким образом, кавказец Один Водан явился наряду с Меровеем, о котором мы писали в предыдущей статье, основателем древнейшей королевской династии Европы. И история Старого Света во многом определяется борьбой этих двух династий, о чем, возможно, в будущем мы напишем более подробную работу. А пока что хочется надеяться, что приведенные в данных заметках сведения послужат еще одним звеном цепи тех соответствий, что связывают викингов с нашими предками. Дания, Данмарк на датском, одно из старейших европейских государств. До сих пор дискутируют по поводу происхождения его названия. Впервые название Дания встречается в IX веке в труде теолога и историка Павла Орозия «7 книг истории против язычников». Из версий название произошло от древнегерманского племени данов, которые жили на Ютландском полуострове. В латинских хрониках страну называют Дания, на древнескандинавском языке Данморк. Согласно другой версии, Дэн, протоиндоевропейская группа языков, означает низкий или плоский. И на германском марк означает пограничная земля или граничный лес. В точной этимологии названия Данморк нам поможет нахский язык. В основном на индоевропейских языках страна обозначается land. От нахского лат – земля. Вероятно, указывает на феодальные времена. Морк – марк. Страна на датском. Как мне объяснила преподавательница датского языка, датчане использовали это слово в обозначении страны раньше. Чеченцы называют свою страну Дейморк. Отчизна. Дей – отцы, морк – страна. Лат чеченцы употребляют в качестве обозначения земли, а также для участка земли, который принадлежит кому-то. А страну уже начинают обозначать термином морк, в котором феодализм уже давно побежден и присутствует полная демократия и закон. Почему побежден феодализм, нам показывает еще одно обозначение феодального государства – пачалк, от слова пача – государь. Чеченское предание о волке и скандинавская легенда Хасан Бакаев. Одно из чеченских преданий гласит: перед концом света 40 дней и 40 ночей будет лить дождь. После этого, когда дождь засмягчит всю землю, горы и возвышенности, 40 дней и 40 ночей задует ветер, чтобы сделать мир плоским, как ладонь. Когда этот ветер опрокинет все горы и возвышенности и выровняет их, останется в живых поджарый волк. Волк станет, повернувшись против этого сильного ветра. Ветер, не в силах опрокинуть волка, разорвет его шкуру и унесет ее прочь. Оставшись стоять на ногах, волк обратится к Богу. Великий Боже, если бы я раньше знал, что Ты сотворил меня с такой твердой душой и таким героическим, я бы поклялся Тебе уничтожить в этом мире все живое. После этого, убедившись, что волк остался непоколебимым, Бог заберет его душу. Борс Пармат
Новчий фольклор этнографии. Номер 1. Сёльжала, 1992. Шо Ио Эво. Это чеченское предание явно перекликается со скандинавской легендой об ужасном волке Фенрире, который перед концом света, Рагнарёк, будет уничтожать все живое, включая самого Одина. Фенрир, также известный как Фенрисульфар, чудовищный волк из скандинавской мифологии. Он был сыном демонического бога Локи и великанжи Энгербоды. Боясь силы Фенрира и зная, что от него можно ожидать только зла, боги сковали его волшебной цепью из звука кошачьих шагов, женской породы, дыхания рыбы и других оккультных элементов. Когда на него надели цепь, Фенрир откусил руку богу Тюру. Ему заткнули рот мечом, и ему суждено было лежать привязанным к скале до Рагнарёка, то есть судного дня, когда он разорвет свои оковы и падет на богов. По одной из версий мифа, Фенрир поглотит солнце, а в Рагнарёке сразится с главным богом Одином и поглотит его. Сын Одина, Видар, отомстит за своего отца, пронзив волка в сердце, по одной из версий, и разорвав ему пасть на части, согласно другой. Фенрир занимает видное место в норвежской и исландской поэзии X и XI веков, и поэты с опаской говорят о том дне, когда он вырвется на свободу. Тур, бог Тур, который дал откусить ему свою руку, на нахском означает меч. В чеченском языке есть выражение «турдяхтануэно», что дословно переводится «пришел с мечом», в смысле «объявил войну». Аланскую эпоху основным религиозным культом у чеченцев был солнце, позже трансформировавшийся в идею верховного божества. Об этом свидетельствует огромное количество амулетов и аланских погребений. Прежде всего свастик в виде птичьих голов, которые обнаруживают преемственные связи с культовыми предметами создателей кобанской культуры. Культ солнца был распространен среди нахов, по всей вероятности, еще с 3-2 тысячелетия до нашей эры и просуществовал почти до конца 1-го тысячелетия нашей эры. Культ солнца, как и сопутствующий ему культ огня, были основными и главными у древних нахов во времена бронзы и раннего железа, а у алан, равнинных нахов, в начале новой эры. Даже военно-политический союз нахских племен во второй половине 1-го тысячелетия до нашей эры был известен в античных источниках и у абхазо-адыгских соседей по имени верховного божества нахов Малх, солнце. Малх имеет также аналог Халу. У нахов солнце имело характеристики небесного воина и охотника. Оно изгоняло своими ослепляющими лучами мрак, хаос и все, что представляло темным, непонятным и устаревшим. Оно освещало мир и поддерживало вселенский порядок, являлось гарантом жизни на земле, которую оно оплодотворяло благодатными лучами. Солнце было также божеством клятвы. Оно очищало людей, клянущихся его именем. Цароева. Далгат писал, что ингуши, Аделе Мялхи, слагают мифы и просят благодати, считая его добрым божеством. Оно играет большую роль почти во всех празднествах в честь других богов. Все молельные обращены у них к солнцу, на восток. Все молящиеся смотрят также на восток. С высоты горы Будурлам они с благоволением наблюдают ночью, как вдали восходит божественное солнце величиною целый город. Далгат, 2004 год. До нашего времени сохранилась у чеченцев клятва солнцем и выражение «Малх саннацен», то есть чистый как солнце или святой как солнце. Также у чеченцев до сих пор существует 9 тукумов, и один из них Малхи. В тукум, общество, военно-политический союз Малхи входят следующие типы, рода: Басти, Бенестуай, Италчуай, Камалай, Коратхуай, Кеганхуай, Меши, Саханхуай, Теретхуай, Джархуай, Эрхуай, Амхуай. Связь с культом солнца мы находим здесь также в топонике. Мелхиста,
Древняя историческая область Чечни, расположенная на левом берегу Аргуна, на границе с Грузией, между руслами рек Мишихи и Бястахи. Когда-то Мелхиста была густо населена. Здесь нет ни единого поселка названием Мелхиста. Так именуется обширное ущелье с 14 селениями, жители которого почитали огонь и солнце. Доза, Банах, Комалх, Коротах, Джарие, Бенист, Сахана, Икалчу, Тертие, Меши. Их развалины раскинулись по ущельям Аргуна и Мешихи, в основном по южному склону хребта Корила. Халид Ашаев пояснял, что само слово Мелхиста, Матлхи, означает страна солнца, солнечный. По мнению Сулейманова, такое название могло произойти в силу того, что южные склоны хребта Корила, на котором находилось большинство селений Мелхисты, круглый год освещены солнцем. Мелхиста производится от слов «малх» – солнце и «ист» – край. Хотя Дешириев считал, что солнце могло быть тотемом у местных жителей Мелхи, дети солнца. Asēlar. Sa suurt gussi tunne, se vakkuri ähtäsää. Minun härsona. Niši така чемацу мило. Милуи цамилуи шкучва дюч дацу. Ну, сотовойшем давацу, мосана уойш. Ну, короче, он совойш херу. По теме хату мадаря. Sa moedon sun, moedon. Винцен войсуна. Давай, Адикю. Именно здесь по преданию собиралась в прошлом... По теме ума Алвалю. Шиминуатти, Зерсуно, Вельч. Дия группы ча, и тебя Вельчан, дюйца дуэ. Так, продолжаем. Именно здесь по преданию собиралось в прошлом общечеченское войско. Как гласит легенда, в далекие времена в Мелхисте, у подножия самых высоких гор, в ущелье, где быстрое течение Аргуна образует широкую дельту, один раз в год собирались чеченские воины. Как бы далеко они ни жили, каждый из них должен был прибыть сюда в назначенный день, пока не взошло солнце. Того, кто приезжал последним после восхода солнца, ждала казнь. Таков был закон, установленный высшим советом страны, Мехкило. Однажды, торопясь на очередной сбор, скакал по ущелью воин, зная, какое суровое наказание ждет его, если он опоздает. Но увидев солнце, поднимающее над вершинами, и стройные ряды воинов, он замедлил бег коня. «Ты опоздал, воин. Следуя закону, мы должны казнить тебя», — сказали ему старейшины, входившие в высший совет страны. «Но сначала ты должен назвать причину». Молчание нависло над ущельем. Только медный гул Аргуна нарушал тишину. Ни слова не произнес воин, опустив голову и приготовившись к смерти. «Ты должен назвать причину», — повторил старейшина. «Я вчера женился», — произнес воин тихо, «но узнал, что моя невеста любит другого, и решил погибнуть, чтобы она получила свободу и могла соединиться с любимым». Но тут послышался стук копыт, и люди увидели всадника, несущегося на быстром коне. «Подождите, я приехал последним, казните меня!» — крикнул он. И когда спросили у него причину, по которой он опоздал, воин ответил: «Вчера девушка, которую я любил, вышла замуж. Зная, что ее жених может опоздать на сбор, я приехал сюда пораньше, ждал его, спрятавшись в ущелье, и увидел его, сразу же поехал вслед за ним. Я не хотел, чтобы его смерть омрачила жизнь девушки, которую я любил. Я же готов к смерти».
Удивились старейшины и ушли на совет. Наступил полдень, прошел вечер, и только поздно ночью они вынесли свой приговор. Пока среди нас есть такие благородные люди, ничто не угрожает чеченской земле. Мы отменяем суровый закон предков, пусть больше никогда по этой причине не прольется чеченская кровь в ущелье Мелхисты. Остались в Мелхисте и следы былого христианства. Прежде всего топонимики. Например, в названии селения Джария, крестовое, которое расположено по правому берегу Мещихи. И также Джария Хвастуй, крестовый родник, расположенный недалеко от селения. Можно отнести к христианскому изображению в виде распятия на боевой башне Цойнпайде. На башнях и склепах в Мелхисте много солярных знаков в виде креста и в виде круга с лучами, и в виде ромашки. Но более всего поражает мрачным великолепием Цойнпайде древний культовый центр Мелхисты. Цойнпайде – это прежде всего некрополь, город мертвых, Волгала, состоящий из полусотни наземных и подземных склепов, известный под названием Цейнпайда, что переводится как «город божества», «поселение огня», от многозначного корневого чеченского слова «це», «цу», огонь, красное божество, и «па», поселение, место сборища. Склеп, или по-чеченски малхкаш, то есть солнечная могила, это прямоугольная постройка в виде домика, выложенного из камней на известковом растворе. Внутри склепов, вдоль стен, устраивались каменные полки в 2-3 ряда, на которых укладывали покойников. Рядом с умершим оставляли оружие, предметы домашнего обихода, которые, по представлению их родственников, могли им понадобиться в ином мире. Хотя большинство склепов было разграблено после выселения местных жителей в 1944 году. Но до сих пор некоторые из них чудом сохранились изделия из керамики и дерева, стрелы и женские украшения. Точная дата основания города мертвых неизвестна. Самые ранние склепы относят примерно к V веку. Верховья реки Чанта-Аргуна, и в частности Майсты и Малхиста, учеными посещались лишь изредка. Однако местные памятники все же известны специалистам. Об их самобытности писал 30-й Глашаев. Отдельно несколько страниц своей монографии посвятил и Бруно Плечке. Его труд особенно ценен, так как собранные им материалы имеют большое значение для истории Чечни. В 1928 году местный памятник осматривал Акбулатов. На год позже здесь же работал Уэллс. И уже перед Великой Отечественной войной оба общества, Майста и Малхиста, посетили Круглов, Мачинский и. Ими были сделаны фотографии местных архитектурных памятников, беглые записки. Их хранят в архиве ЛОЯ АН СССР. Более подробные отчеты, к сожалению, оказались утерянными во время войны Майсты. Майсты посещал также Яковлев. Праиндоевропейцы не оставили ни одного письменного источника в своей жизни. Тем не менее, на основании продолжительного и скрупулезного изучения лингвистики, археологии, антропологии, палеогенетики, мифологии исследователям удалось по крупицам реконструировать их величественную духовную культуру. Латинское «сол», архаический бог «сол индигес», солнце обожествленное. Оттуда итальянское «соле», испанское «сол», французское «солейл», солнце обозначение. Кельтское «саульо», ирландское «суиль», глаз, валийское «хаул», корнское «хеол», германское «совилло», английское «сан», древнее северное «сол», «сунна», готское «сауил», «сунно», балтское «саулия», прусское «сауле», литовское «сауле», латышское «сауле», славянское «слн», «слн», старославянское «слнце», русское «солнце», польское «слонце», греческое «лиос»,
бог Лиос, Гелиос. Хетская – Савелия, Сахулиас, имя бога солнца в шумерограмме Дуту-Ли-И-Аш, Дутулиаш. Также лувийская – Шеху, Ваа, Шиваал, древнеперсидская – Хуаре, Хуар, санскритская – Свар, Суар, Сурья, Сура, ведийский бог Сурья и его дочь Сурья, касситские – Шури, Шурияс и Шуар. Когнаты приведены на Encyclopedia of Indo-European Culture под редакторством Джона Меллори и Д.К. Адамса и Indo-European Poetry and Myth М.Л. Уэста. Солнце и Луна в индоевропейской традиции рассматривались как супруги, либо бог Солнца и богиня Луны, либо богиня Солнца и бог Месяца. Чеченский народный танец, танец мужчины и женщины, имеет ритуальный характер и, по мнению исследователей, связан с космогоническими представлениями чеченцев, прежде всего с культом Солнца. В чеченском мифе, как возникли Солнце, Луна и звезды, рассказывается о том, что один искусный кузнец послал к прекрасной девушке сватов, не зная, что она его сестра. После ее отказа он взял золотую головешку и отправился к ней. Увидев его, девушка бросилась бежать. Он бежал за ней до тех пор, пока оба они не погибли. Искры от головешки превратились в звезды. От сестры осталось сияние, от брата – головешка. Они превратились в Луну и Солнце. И до сегодняшнего дня Солнце не может догнать Луну. И движение мужчины в танце по кругу – это движение Солнца, мужчины и Луны, женщины. Еще в Средневековье у чеченцев был воинский танец. Чагаран-хелхар, танец кольца. Когда воины становились в круг и, ударяя в щиты мечами, двигались по кругу, убыстряя темп и выкрикивая «Хорс-туо», «Хорсвей». Чеченский танец – сочетание мужской экспрессии, характера и женской пластики. Девушка исполняет движение спокойно, плавно, словно лебедь, а мужчина наоборот, ярко и динамично. У чеченского танца есть три типа, каждый из которых отличается своим неповторимым исполнением. Парный танец – танец парня и девушки. В образе орла танцует парень, чередующий темп танца от медленного к стремительному. Подобно орлу, то парящему, то пикирующему и раскидывающему руки, будто крылья. Девушка, напротив, двигается плавно, подражая лебединой стати и грации. Анатолийцы, древнейшие из отделившихся от европейской общности ветвей, а значит и важнейшие для реконструкции наиболее архаического состояния. В классический период основным богом солнца у хеттов был Истан. Уэст отмечал, что источником Истана стала хатская богиня плодородия Эстан, лишь имя которой перешло на древнего индоевропейского бога. Один из текстов бога Скёя содержит шумерограмму Дутулиаш, как имя бога солнца. Возможно, изначальное имя Истана. Если ее расшифровка как Сахулиас верна, то его происхождение от праиндоевропейского имени бога солнца несомненно. Это добавляет еще одно мужское солярное божество к выше приведенному списку. Епископ Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла, в своем трактате о божественных именах писал: «Солнечный свет является видимым образом божественной благодати. Само слово «солнце» и «сияние» – «илиос» на древнегреческом происходит от слова «илио» – «собирать». Благодаря ему все разрозненное становится собранным. Не знаю насчет этимологии, иногда греки этимологию очень свободно выбирали, но характерно,
что этот замечательный древнегреческий богослов именно так все и понимает. Пишет доктор исторических наук Андрей Зубов. А русский ученый, человек, который изучал древние представления о Боге, Иван Васильевич Попов, в 1938 году он был убит большевиками. Замечательный богослов, писатель, писал: каждая часть твари в самой себе и в других созданиях любит только отражение Бога, и это связывает всю Вселенную узами взаимного влечения. Видимое солнце есть символ Бога. Наша пища, одежда, топливо, само наше тело есть трансформация солнечного луча. И к этому источнику сил в любви и радости тянется все живое и чувствующее. Замечательная статья Ивана Попова «Идея обожения в Древневосточной церкви», как и другие его работы, была переиздана в 2004 году в Сергиевом Посаде. Этимологию «соуле» – солнце можно установить снаски. «Се» – мой, душа, свет, плюс «аула» – марево, жар. Одна буква «С» на навском имеет много значений. «Се» – душа, свет, дух, дыхание, жизнь. А также обозначение органов чувств. Например, «барь-с» – зрение, «лер-с» – слух, «мер-с» – обаяние, «чвар-с» – осязание, «дег-с» – интуиция, шестое чувство, «сибат» – образ, лицо души, «бет-с» – лунный свет. Местоимение «со» – «я» такой, и «ас» – «я» – сделать. А про гордеца или бахвала «ассо» в основном несет негативный характер. Также «си» – честь. Весь этот духовный спектр, собранный вокруг навского «с», отразился на многие индоевропейские языки. «Се» – душа. Английский «soul», боснийский «soul», немецкий «селе», норвежский «сьел», румынский «суфле», финский «сиелу» означает душа. «Се» – глаз. Шотландский, гельский «суил», венгерский язык. «Сзен», албанский «сури», ирландский «суил» – это глаз. Вторая половина XIX века, время начала индоевропейстики, ознаменовалась возникновением школы солярной мифологии. Его сторонники Фридрих Макс Мюллер, Якоб Грим, Александр Афанасьев и другие стремились свести практически все многообразие мифологии индоевропейцев к природным явлениям, и чаще всего к одному сюжету – движению по небу обожествленного солнца, борьба героя против чудовища. Это якобы метафора восхода солнца, развеивающего ночную тьму, судьба умирающего и возрождающегося Бога. Это якобы поэтическое выражение непрекращающихся заходов и восходов солнца и так далее. Сам Макс Мюллер говорил: то, что мы называем утром, древние арийцы называли солнцем. То, что мы зовем вечером, ночью, то, что мы зовем весной и зимой, то, что мы зовем годом и временем, и жизнью, и бесконечностью, все это древние арийцы называли солнцем. Из курса лекции Мюллера «Индия. What can it teach us?» 1883 год. Переведено с английского «Курьез». Свет, звезда на навском, происходит от «с». Свет, душа, зрение, слух, мой, плюс «д». Отец. Свет, звезда, душа отца или мой отец. Вероятно, происходит с древнейших времен, когда считалось, что души умерших превращаются в звезды. Этот мотив также отразился на романский, германский и частично кельтский языки. Бретонский – стереден, сардинский – истеда и другие. То есть вот они, романские, германские, все вот эти языки. Туда ходит португальский, галлийский, испанский, католийский. Вот отмечено на карте, видите, все эти. Стар, истеда, стеда. В общем, происходит от одного корня. Но этимологию, я думаю, можно найти только в навском.
Сиет Сада, как бы древнейших времен. Распространена тенденция считать главой индоевропейского пантеона отца всех богов, отца неба, Деус Петер, Деус Петер. Происходит это, по всей видимости, потому что его воспринимают как предтечу Зевса. Зеус, Деус, повелителя Олимпа. Однако не стоит забывать, что греческий верховный бог, по всей видимости, включил в себя черты как древнего бога неба, так и громовержца. Более того, везде, где мы находим эти два индоевропейских образа отдельно, то неминуемо доминирующее положение занимает громовик. В Ригведе Индра именно, а не Дяус, предстает как владыка богов. Дяусу персе не посвящено ни одного гимна Ригведы, в то время как подвигу Индры большая их часть. О том, что именно Индра, царь богов, Ригведа говорит прямо. Твараендра е цадева. Буквально. Ты, о Индра, царь, тем, которые боги. Его частые эпитеты. Деварая, царь богов. Девендра, повелитель богов. Сурендра, глава богов и так далее. В позднейшей индуистской литературе именно Индра воспринимается как царь девов. Анатолийский бог грома Тархунт, Дим-Уннаш, Детар-Унт, Детар-Унзаш, также являлся верховным богом, во всяком случае, пантеона хеттов. Наиболее полно известного. Бог неба Атташ Шиуш, Деус, от Деуса происходит, слился у хеттов с богом солнца и также не занимал ключевого места в пантеоне. Показательно, что в хеттском скальном святилище Язылы-Кая в Центральной Анатолии Тархунт предстает первым в процессии богов, среди которых представлены и воплощения неба и земли. Северная панель Язылы-Кая, Тархунт с молотом булавой слева, богиня-мать на львах. Довольно популярная гипотеза о том, что Один не всегда был главой пантеона Асгарда. Заблуждением, однако, является точка зрения о том, что царем германских богов до него был Тюр, якобы наследник Отца Неба. Его имя восходит к имени небесного бога наших предков – Деус, а к общему обозначению божества Деус буквально небесный. Какое значение оно сохраняет и в древнескандинавском языке. Тем не менее, предшественник у Одина все же, по всей видимости, был, и это был Тор. Эпитеты Хейти Тора включают в себя такие, как Энриди, единоправящий, и Асабгарг, глава ассов. Адам Бременский, описывая святилище в Упсале, недвусмысленно помещает именно Тора на высшее место. Самый могущественный из них, Тор, имеет место в середине триклиния. Водан и Фрико сидят по ту и другую сторону от него. Брем. Геста хама бургенсис экклесиае понтификум. Лип 4. Характерно, что вместе с верховным статусом Тора, похоже, забывалась и его фундаментальная роль громовержца. В описании аса Тора, младшей Эдди, ни разу не упомянуты ни гром, ни молния. В старшей Эдди такая связь также лишь имплицитна. Лишь в описании Адама Бременского, у которого Тор верховный бог, связь с громом эксплицитна. Тор, говорят, владычествует в воздухе и правит громом и молнией, ветром и дождем, хорошей погодой и урожаем. Второй – вода, что значит ярость.
Он ведет войны и вселяет в людей храбрость перед лицом врагов. Третий – фрико. Дарует смертным мир и сладострастие. Похоже, современный человек, знающий этимологию имени Тора и индоевропейский контекст его культа, осознает его как громовика гораздо охотнее, чем средневековый скандинав. То же самое и у славян. Прокопий Кесарийский, описывая верования воевавших с Византией славянских времен VI века, пишет: они считают, что Один, только Бог, творец молнии, является владыкой над всеми, и ему приносит жертву богов, жертву быков и совершают другие священные обряды. Прокоп де Беллогонтико. Роль Перуна, как несомненного главы пантеона, хорошо известна по всему массиву известных нам источников о славянской мифологии. Предполагать, что это результат инокультурного влияния или какой-либо религиозной реформы, представляется совершенно абсурдным. Колесо Юпитера Тараниса. Важным аспектом космогонической деятельности громовержца является установление оси мироздания, Ахус Мунди. Елизаренкова пишет: космологическая деятельность Индры имеет два аспекта. Во-первых, он убивает змея Вритру, олицетворяющего силу сопротивления горы. Он лежит на горе. Во-вторых, разъединяя небо и землю и купляя их порознь, он идентифицируется с космическим столпом, то есть центром Вселенной. В роли оси мироздания он выступает только в момент творения. Именно с Индрой сопоставляется Аджа Экабад, буквально одноногий козел. Ось мира, один из богов загадок Ригведы, одноногий, так как ось мира козел. В гимне космологический подвиг Индры описывается так: кто укрепил колеблющуюся землю, кто успокоил качающиеся горы, кто дальше измерил воздушное пространство, кто поддержал небо. Ядьям Астабхнат. Тот, о люди, Индра, кто, убив змея, пустил струиться 7 рек, кто выгнал коров, этот устранитель Валы, кто породил огонь между двух камней, кто загребает в сражения, тот, о люди, Индра. Кем все эти перевороты совершены, кто Дасу, как низшую расу, заставил затаиться? Вала, охватывающий, скрывающий. Позднее Бала. В древнеиндийской мифологии имя демона. Бала, Вала. Демон, скрывающий в пещере коров, похищенных Пани. После отказа Пани вернуть их, Индра и Брихаспати вместе с ангирасами разрушают пещеру и освобождают коров. Вала сопротивляется, и Индра его уничтожает. В этом плане Вала сходен Вритрой, демоном, которого также уничтожает Индра, чтобы освободить воды. У этого мифа несколько интерпретаций. Образ жертвенных возлияний коровы с молоком или космогонический символ утренней зари, света, разгоняющего ночной мрак. Коровы – это как лучи. Всего Вала упоминается в Риглведе 24 раза. Позднее Вала становится уже Асурой Балой, братом Вритры. Так, в Махабхарате он назван сыном Анаюс, дочери Дакши и братом Асуров, Вритри, Викшары, Виры. Мотив противоборства Балы и Индры и победы последнего сохраняется в эпосе. Исследователи считают, что имена Вритри и Валы произошли от одного корня Вал. Вал на навском – умереть. В – это классовый показатель мужского рода. Лие – умри. Полагаю, от луа – снег, уничтожающий растительную жизнь. Также имеет значение дай – луасун. Дай мне, то есть имеет значение дай, то есть луасун.
дай мне, в смысле, лишись этого. Бела, беда, невзгода. На нарском также. Здесь отражены три аспекта космогонии. Разделение неба и земли, то есть создание дуального космоса. Убийство змея, предводителя прежних богов, и захват власти, совершение переворота, подчинение Дасу, аборигенов Индии, ариям. Победа индоевропейцев как народа ориентирована на культ солнца и неба, на иерархическое устройство общества и традицию над первобытными племенами с примитивным общественным устройством и хтоническими, геноцентрическими культами выступает как повторение космической победы громовержца над змеем и прежними богами. Стоит также отметить, что мотив измерения Индра и мироздания весьма интересен и напрямую связан с космогонией. Вернемся к оси мироздания. В гомеровской гимне к Аполлону Пифийскому не упоминается важнейший элемент Дельфийского святилища – священный камень, амфал, пуп земли, так называемый, считавшийся центром земли. Эрвин Роде интерпретировал амфал как установленный Аполлоном надгробный камень, под которым погребен Пифон, это змей. Согласно Эрвину Роде, Дельфийское святилище изначально было посвящено Геи и другим хтоническим богам и было захвачено Аполлоном посредством убийства Пифона. Общая канва пафийского мифа таким образом полностью повторяет ригведийский сюжет, который мы только что читали, победу бога-громовержца над змеем. Победоносный бог-олимпиец завоевывает вотчину древних хтонических сил, убивает змея и устанавливает ось мира. Сюжет был лишь перенесен с глобального космического масштаба на конкретное святилище в Дельфах. Любое греческое святилище имаго мунди, а громовержца, как уже было сказано выше, заменил Аполлон как олимпиец, пар экселленция, завоеватель, царь, владыка и как патрон Дельфийского оракула. Амфал Дельфийского святилища в Римской Галлии и ближайших провинциях широко распространены так называемые колонны Юпитера. Отдельно стоящие колонны с изображением богов, увенчанные с изображением бога грома наверху. Наиболее распространенным типом является колонна, изображающая громовержца, восседающим на коне или колеснице и попирающим змееобразного великана. На некоторых бог изображался с колесом в руке или на руке на манер круглого щита. Колесо – древнейший символ гальского Тараниса, известное как множеству изобразительных источников. Именно это божество, очевидно, и скрывается под именем синкретического галло-римского Юпитера. Колесо Тараниса долгое время представляло проблему для исследователей. В индоевропейской мифопоэтике колесо обычно ассоциируется с солнцем. Санскритское – сурьяса чакра. Греческое – лиов куклос. Латинское – солис рота. Древнеирландское – род грени. Древнесеверское – фаграхвер. Подрядные. Колесо Тараниса интерпретировали в духе мифологической школы как звук грома, похожий на грохотание телеги. Но почему тогда колесо изображается обычно в руке гальского громовика? Колесо – символ вращения вокруг недвижимой оси. С Солнцем оно связано потому, что оно своим упорядоченным движением в рамках дневного и годового циклов воплощает космический закон, то есть движение вокруг оси. В связи с громовержцем же, по всей видимости, основа символизма – сама ось. В композиции Юпитер гигантен Сауле таким образом мы видим ту же самую общую канву мифа,
Победоносный бог грома попирает хтонического, змееобразного великана, неся с собой символ оси мира. Новый упорядоченный космос. Итак, везде, где рассмотренные индоевропейские образы и мифы сохранились, главой и царем богов выступает именно победитель змея, громовержец. В мифологии хеттов образ мифического дракона Илюянки, который враждовал с Тишубом, богом грозы. По одной из версий легенды, Илюянки был сильнее Тишуба, и, потерпев очередное поражение, противник Илюянки обращается к хитрости, чтобы погубить могучего дракона. А другая версия легенды свидетельствует о том, что дракон, убив Тишубу, забирает у него сердце. Секунду сейчас. Ja, kabinet var. Siyabil, smabe, siyachu. Masad, yes, Masad, ir muabe, Pentagon. Zerplat, hakayat çobuğu, zerplat. Maşallah, maşallah. Суть тяхлышу индоевропейской мифологии. Это переворот, революция и вот заржавевшие, темные вот эти, победа громовержца над вот этими змеями, то есть прежней элитой. Прежде всего культ индоевропейцев – это революция. Так. Это Апоп. Слева вот. Ра в образе рыжего кота поражает Апопа, то есть змея. В Египте, да? Да. Справа Сет поражает Апопа на лодке Атет. Это Египет. И книга мертвых, цитата. Он, великий Ра, солнце, бог солнца, поражает злотворящего змея, разрубает позвоночник его, и огонь пожирает его. Египетская книга мертвых. Это также древнегреческие, римские мифологии. Тор также побеждает змея вот этого. Тор приговорил крепкую леску и большой крючок, на который насадил бычью голову, и Йормунганд попался на приманку. Почувствовал, как крючок впился в небо, Мидгардсорн рванулся так, что кулаки Тора ударили о борт лодки. Тор приготовился к долгой борьбе, но дно лодки не выдержало и проломилось. Тогда Тор уперся ногами прямо в морское дно и подтащил мирового змея к самому борту. Ас и мировой змей
смотрели друг на друга с ненавистью, и яд капал из пасти Йормунганда. Тор хотел уже было убить змея своим молотком, но Гимир перерезал леску, протянувшуюся через борт лодки, и змей погрузился в море. Тор опустил Мьёльнир вслед змею и, говорят, даже размозжил ему голову. Но все-таки змей и по сей день жив и лежит на дне моря. То есть это вечная борьба, вечная революция индоевропейцев. Вот, кроме того, древние греки знали, что еще одного дракона, Лернейскую гидру, чудовище с 9 головами. Один из подвигов Геракла как раз и состоял в возможности спасти своих соотечественников, убив страшное чудище, жившее на ядовитых болотах, имеющее одну бессмертную голову. Кстати, стрелы, смоченные в ядовитой крови поверженной гидры, впоследствии стали причиной смерти Геракла. Кадам, герой древнегреческой мифологии, легендарный основатель Фив в Биотии, убивающий дракона. Икона архангела Михаила, убивающий змея из янтаря. Чудо Георгия справа, о змее, описанное в житии святого великомученика Георгия Победоносца. Спасение им царевны от змея-дракона, совершенное им, согласно большинству указаний, уже после смерти, получило отражение в иконографии данного святого, став самым узнаваемым его изображением. Это Шумерия, Тиамат, богиня Тиамат в образе змеи, женское олицетворение первобытного океана, хаоса соленых вод, из которого родилось все. Шумеро-вавилонской мифологии, согласно шумеро-аккадскому космогоническому эпосу Энума Элиш, Тиамат смешала свои воды с Апсу, тем самым дав начало миру. Тиамат предположительно изображалась в виде дракона или гидры с 7 головами. В тексте Энума Элиш упоминается как женщина. Народившиеся боги вступили с ней в борьбу, а убивший ее Мардук из ее тела создает небо и землю. Мардук, Тиамат шумерская, Мардук, аккадская Мардук и шумерская Амар-Утук, сын чистого неба. В других трактовках Мардуку сын мирового холма. В других трактовках Мардуку сын мирового холма. Или Амар-Утук, теленок, солнце бога Утук. А? Парван. Хази. Талалам болтаться. В шумеро-аккадской мифологии верховное божество пантеона в Вавилонии, верховный бог древней Месопотамии, бог-покровитель города Вавилона после 2024 года до нашей эры. Мардук снавского Мар – муж, независимый, свободный, божественный, хозяин. Дук – горный, хребет, ярмо, бремя, тяжесть, иго. Уордандук – ярмо, арбы. Колониальный дук, колониальная иго. Лемондук – хаду, перевалить горный хребет. Мар каким-то чудесным образом имеет еще одно значение в нашем языке – нос. Чеченцы часто используют выражение «мордук», когда угрожают. «Мордук, чуа, я тебе носовой хребет сломаю». Мар, да, в общем. Это сармак. Ингушский сармак, чеченский сярмик. Дракон-змей, персонаж навской мифологии. Перекрывал людям доступ к воде или брал озеро в кольцо. За пользование водой требовал дань в виде девушки.
Его убивают 7 богатырей-братьев, обитают в нижнем мире, мире мертвых, и находились в подчине бога Эштра. В нардском эпосе Сартал-Сярмик, или царь-дракон, ночью превращался в дракона и вредил людям. В бою с Алсой громовержец Села молнией поразил Сартала в правый глаз. Сармак проглатывает солнце, и затем, чтобы оно не сожгло его, ложится у истоков реки с открытым ртом. Хамчи Патриш по просьбе Малх-Азы убивает дракона и освобождает солнце. Культ Селы, навский бог-громовержец. Ему посвящен 3-й день недели среда, Керсели, и 5-й месяц в году, май, Селибу. В 3-й день недели, среду, запрещалось давать кому-либо вещи из дома, в первую очередь огонь, а также выбрасывать золу. В мае честь Бога совершают жертвоприношения. По словам жреца Ганыша, в Мицхальском обществе святилище находилось в месте Селите, близ села Мороч. Режут баранов около Эльгица. Цейнсаг, жрец, произносит свою длинную молитву с обнаженной головой и стаканом пива в правой руке, обратясь к востоку лицом. Академик Шигрен сообщает, что на сухом овраге Бушмаге в горной Ингушетии под дубом, разбитым молнией, ингуши совершали присяги, клятвы и обещания, данные на этом месте считались нерушимыми. Сборник газеты «Кавказ», издаваемый Константиновым, Тифлис, 1846 год. Убитого молнией человека причисляли к святым, отмеченным самим Селой. Покойника одевали во все белое, как жреца. Оплакивать убитого запрещалось. Считалось, что покойнику будет настолько неприятно, что труп его станет черного цвета. Места, где был убит молнией человек или животное, считались вайнахами священными. Туда ежегодно отправлялись совершать жертвоприношения. Похороны отличались от обыкновенных. Со слов жреца Ганыжа, некто Ауш убил по ошибке девушку, переодетую в парня. Убийство девушки считалось позором, и Селий не оставил Ауша безнаказанным. Вскоре его нашли убитым молнией. Родственники убитого построили для него святилище. Покойника одели в полное вооружение, посадили на скамью, а перед ним на столике поставили блюда и напитки. В левую руку уложили скрипку. Это святилище находится в Хамхинском обществе около селения Эги. 7 сынов Сели, это астральные божества, большая медведица, охраняли вход к богу Сели. Однако помогли герою Кюрюко, Пармату, обмануть своего отца, сыновья богов Селы и Фурки. Села – самой почитаемой языческой религии ингушей и чеченцев, суровый, но справедливый бог, от которого зависит судьба и благоденствие народа. Радуга называется луком Селы, то есть Села-Ад, радуга. Он физически уязвим, то есть нохчимат, язычник шмин бушен чу, нохчимат отбит, шаядега язычник шмин душон лил, шаядал, шаямялдол хума, Сел-Ад, языческий бог Селуй, цун ад лукки бошен, радуга нохчимата. Сюда нохчимат мобийцы, полный язычество еще. Он физически уязвим перед нарт-орстхойцами, которые выступают против его воли и причиняют увечья. Обитает на вершине горы Цейла. Села приковал Нарта Пармата к горе за то, что он похитил для людей огонь. От бога Селы и Фурки было 7 сыновей, которые охраняли ход к богу Селе. Однако помогли герою Пармату обмануть своего отца. Села за помощь Пармату подвесил их на небо, где они составляют созвездие Большая Медведица. 7 же братьев ходят по небу в поисках своего 8-го брата. Если они его найдут, во Вселенной произойдут большие перемены. Перед тем, как отправиться на небо и навсегда покинуть свою мать, они обеспечили Фурки негасимым огнем. В ее очаге всегда топят 3 полена, а также неубывающей пищей, возобновляющимся хлебом и бараньей ляжкой. Пармат, Один Вотан и Иисус Христос. История практически идентична. Печень
копье – жертва. Пармат – чеченское, пар – кузнец, мат – стан, место, где пребывает кузнец. В чеченской мифологии Нарт, укравший у бога Стеллы, огонь. В ингушской мифологии он известен как Курюко. Пармат украл огонь для нарт-остройцев, у громовержца Селы, и за это бог наслал на людей несчастье. Чтобы исправить это, он пришел к Селе, и тот обрек его на вечные муки, приказав приковать цепями к горе Бешлам, Казбек. Каждый день к нему прилетала птица Идда и клевала печень. Один принес себя в жертву, пронзил себя копьем и висел на древе. Сообщается, что Один сам себя принес в жертву, когда пронзенный собственным копьем 9 дней висит на мировом древе Игдрасиль, после чего утоляет жажду священным медом из рук деда по матери, великана Бельторна, и получает от него руны, носители мудрости. Христос сам себя принес в жертву во имя спасения людей. Христос был пронзен копьем, когда висел на кресте. Один тот же пронзен копьем, вися на древе. Христос перед смертью попросил пить, и ему поднесли губку с уксусом. В германо-скандинавской версии это событие отразилось как утоление жажды Одина священным медом. Германо-скандинавская версия сообщает о смертных муках Одина на древе. О смертных муках Христа на кресте-столбе сообщают Евангелие. Солнечное колесо. Колесом, Совесталинс антитеррор. Вот калдеры сход. Окчуасо по-русски уборса, на остор. Шеглички чуязичи ответить, деш ватиша милут сахоич и сандал амилш деш вигуй из по-русски у цуница и у зуатника кдуй. Алюху гуац аллечар гудуй. Суахлец и сан амилш. Мадье, если асуахлец, дак амил делах, свегличку диамил. Остальное шейк амелю, шейк болтологион. Велио. Вела. Свободи. А ты, я лучше льёхал к тому, я надвязок дара у модацтва, баш моцабо, надвязик мне году. Не, шагал вел, хилчи, шасир вел, хилчи, стагол, стага, дела, стагал вел, лирон, Дена. Я надвязик там, дела, я сделаю дицец, но бая пойду боится. Разговор, я говорю, что пусть дон, разговор, да? Сега до этого хилда разговор, отвалер дуй, тяжсан, отвалер дуй,